3 серебряные и 4 бронзовые медали. Таков итог выступления чувашских борцов вольного стиля на прошедшем в столице республики всероссийском турнире на призы Героя России генерал-лейтенанта Николая Гаврилова. За схватками, развернувшимися на ковре спортивного комплекса Чувашского госуниверситета, наблюдал наш корреспондент Вячеслав Ильин. Чертова дюжина, а всероссийский турнир на призы Героя России генерал-лейтенанта Николая Гаврилова уже 13-й по счету ничуть не сказался на квалификационном уровне претендентов на призовой фонд размером 320 тысяч рублей. В 8 весовых категориях борьбу за награды вели более 130 спортсменов, представлявшие 16 регионов страны. Спортивную честь хозяев турнира защищали 47 борцов. До призового подиума удалось добраться лишь 7. Алексей Евграфов, Александр Федоров, Леонид Кузнецов и Алихан Майрукаев завоевали бронзовые награды. Еще 3 представителей Федерации спортивной борьбы Чувашии смогли дойти до финала. В категории до 61 килограмма новочебоксарец Алексей Смирнов хоть и вышел на ковер, но борьбы не получилось. Решением врачей атлет, получивший ранее травму, был снят по медицинским показаниям. Не смог реализовать свой шанс на реванш и воспитанник 5-й школы Олимпийского резерва Руслан Самаркин, борец в синем трико. Соперником по финалу в категории до 74 килограммов нижнекамцем Евгением Лапшовым они уже встречались на чемпионате Поволжья. Тогда победу одержал представитель Татарстана. И на сей раз у нашего борца не нашлось контраргументов против визави. Это у меня первая победа. Я здесь один раз уже был. Лет 5-6 назад. Я здесь проиграл Ефимову за 3-е место вашему спортсмену отсюда, когда в Чебоксарах. Вот. Как бы для меня принципиально было сюда приехать. 3-е серебро в актив сборной Чувашии принес Сергей Игнатьев, борец в красном трико. 31-летний тренер 5-й школы Олимпийского резерва, действующий чемпион республики. Он хоть и уступил в финале весе до 125 килограммов представителю Татарстана Максиму Кафланову, тем не менее наставнику было не стыдно смотреть в глаза своим ученикам и гостям турнира. Вольная борьба – это один из прикладных видов спорта для воинской службы. Вы знаете, что 20 декабря еще и празднуется День чекистов. В этом году он празднуется 100-й раз. Вячеслав Ильин, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.